День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Развитие Арктики через ответственное отношение к ее ресурсам. В Якутске прошла международная конференция по изменению климата. Галина Чекурова расскажет, что обсуждали эксперты. Направить энергию молодежи в созидательное русло. В столице региона завершился фестиваль Мусустара. Наши корреспонденты расскажут о ходе фестиваля. Камила Валиева, Никита и Дарья Нагорный, Лала Крамаренко, именитые спортсмены, а также ряд других экспертов в течение нескольких дней работали с молодежью Якутии. Весна, пора уборки снега. Светлана Амосова расскажет, как идет вывоз снега с улиц столицы. Душа большой страны в Якутии. В ДК Гагарина открылась выставка «Шедевры лоскутного шитья России». В Якутске с 22 по 24 марта прошла международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таянию вечной мерзлоты. Мероприятие собрало свыше 500 участников, причем не только из России, но и из многих других стран. Подробности расскажет Галина Чекурова. Ответственное управление для устойчивой Арктики. С таким лозунгом стартовала международная конференция по вопросам изменения климата и таянию вечной мерзлоты. Ученые из России, Китая, Индии, Монголии, США и Японии объединились ради решения проблемы изменения климата. Деградация мерзлотных толщ, увеличение количества парниковых газов уже привели к повышению температуры уровня Мирового океана. Сегодня главная задача всего мирового сообщества – понять, как сохранить этот хрупкий баланс между человеком и природой. В рамках конференции большой акцент был сделан именно на совместную работу в этом направлении. Такой баланс позволит сохранить политику устойчивого развития, которая будет в себе сочетать, во-первых, необходимость сохранения хрупкой окружающей среды, а во-вторых, позволит решать социальные и экономические вопросы. То есть проблематика устойчивого освоения арктического региона, с одной стороны, сбережения охраны окружающей среды, а с другой стороны, экономическая политика ответственная. То есть это позволит предотвратить конфликт целей конкретными действиями. Вместе с проблемой изменения климата появляется и риск вспышки сибирской язвы. Связано это с тем, что внутри вечной мерзлоты хорошо сохранились останки животных, которые вполне возможно погибли из-за болезни. Ученые из Бурятии в рамках савинских чтений поделились алгоритмом работы по поиску мест заброшенных скотомогильников. Пятая часть нашей территории, нашей страны, могут быть заброшены скотомогильники. И передать всю эту технологию, чтобы они могли распознавать, возможно, здесь заброшены скотомогильники. Здесь одним из таких явлений является на Ямале в 2016 году более 2000 оленей заболели и умерли. Человек 100 тоже заболели. И поэтому вот эта передача технологий, как распознавать, будет очень хорошим подспорьем, чтобы у вас была экологическая обстановка нормальным образом выглядела. Помимо чтений и совещаний, в рамках конференции прошла выставка научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития». Было представлено 18 экспонатов, отвечающих по 4 направлениям: Арктика, изменение климата, вечная мерзлота и экология. По направлению экология был представлен экспонат сорбента Абура, созданный Институтом проблем нефти и газа в сотрудничестве с компанией «Газспассервис». Сорбент показал успешные результаты на участках таких чрезвычайных ситуаций, как ликвидация разлива на каскаде Вилюйских ГЭС и на грунтовых землях. При помощи сорбента можно без риска для здоровья устранить отходы с водяных и сухопутных поверхностей. Мы видим, что сорбент уже превосходит нефть. И берем обыкновенную сетку, да, то есть это традиционное устройство для сбора. И вот то, что в жидком виде у нас находилось там, мы спокойно, хоть совковой лопатой, хоть с очком, мы убираем, видите, вот даже сейчас вот взяв, мы видим, что сбегает чистая вода. Сорбент абсолютно инертен с химической и физической точки зрения. Он не является ни раздражителем, ни катализатором каких-либо процессов. Он натягивает на себя нефтяную пленку и за счет этого увеличивается в объеме. Даже собрав нефтепродукт на протяжении всего лета, следующей зимы и следующей
следующего лета он может находиться с загрязнителями, которые не будут отдавать в окружающую среду никаких вредных веществ. Также в рамках международной научно-практической конференции было принято решение о создании Всероссийской ассоциации геокриологов, которые будут работать с проблемой вечной мерзлоты. Штаб-квартира будет находиться в Якутске, в Институте мерзлотоведения. Необходима такая ассоциация, потому что климатическая повестка, влияние климата на мерзлоту, он будет еще десятилетия. И устойчивого развития и арктических территорий, и вообще всех и полезных ископаемых, вообще освоение территорий, где расположена мерзлота, она будет действительно еще актуальна десятилетия. И необходимо к этому подготовиться не только с точки зрения фундаментальной и прикладной науки, что ассоциация должна объединять и специалистов не только ученых, но и специалистов в крупных хозяйствующих субъектах. В том числе нужно готовить кадры в разные отрасли. Арктика, которую принято считать кухней погоды всей планеты, в контексте глобального потепления является уязвимой территорией, где наиболее отчетливо проявляется процесс изменения климата. Поэтому так важно совместно прикладывать всевозможные усилия, чтобы не допустить катастрофических последствий. Галина Чекурова, Семен Семенов, Илья Сыромятников, Джулустан Накентьев, Якутия. День за днем. Дискуссионная площадка Российско-азиатского консорциума арктических исследований в рамках конференции прошла на базе главного учебного корпуса СВФУ. Ученые институтов России, Китая, Индии и Казахстана обсудили прогнозы климатических изменений и пути смягчения их последствий, экологические риски, вопросы отраслевой адаптации, а также функционирование арктических и субарктических экосистем Якутии. Кроме того, ученые говорили о дальнейшем сотрудничестве в планах организации сети научных центров для исследования глобальных изменений климата. Была очень хорошая реакция на это предложение, когда мы озвучили и сказали, что вот у нас такой замысел есть. Сделать такую сеть исследовательских центров по всей территории Российской Федерации, даже включая и зарубежный север. Это трансекты, такие длинные шлейфы научного оборудования расставлены на большой территории, на большом протяжении. Это очень мощное исследование, такие еще никогда никто не проводил. В рамках конференции также обсудили и существующие проблемы криосферы. Круглый стол состоялся в зале ученого совета Северо-Восточного федерального университета. Одним из главных спикеров стал заведующий кафедрой геокриологии Московского государственного университета Анатолий Брушков. По его словам, проведение такого мероприятия еще и с привлечением других стран позволит найти пути, способы обеспечения устойчивости жилья, а также инженерных сооружений, трубопроводов и дорог на вечной мерзлоте. Надо сказать, что много интересных докладов, которые подтверждают эти тенденции повышения температур и возникновения проблем, и при этом рассказывается и о способах, в том числе новых способах, которые позволят обеспечить устойчивость фундаментов, зданий. Глава республики Айсен Николаев встретился с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел России и председателем Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николаем Корчуновым. Посол приехал также на международную конференцию по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Он отметил, что конференция важна с точки зрения выявления динамики процессов, которые происходят в климате, и с учетом реализации проектов Арктики, рассчитанных не на один десяток лет. Посол добавил, что в арктической зоне страны формируется более 20% экспорта, а также более 11% валового внутреннего продукта. И в дальнейшем эти цифры будут только расти. И поэтому важно сохранить Арктику. Конечно, другие страны тоже зарятся на лакомые кусочки, которые есть в арктическом регионе, поскольку Арктика освобождается от льдов, становится все более и более доступной. И тут крайне важно, чтобы внерегиональные страны, которые стремятся в арктический регион, приходили сюда и не создавали линий напряженности, не привносили какие-либо разногласия в арктический регион. Глава региона также встретился с советником президента Монголии госпожой Мунгмарал Туменасан. Стороны обсудили вопросы и мероприятия, инициированные республикой в рамках председательства России в Арктическом совете и проведения 5-го Северного форума по устойчивому развитию. Как отметили гости, Якутия играет большую роль в международном сотрудничестве, а международная конференция организована на высоком уровне. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Еще одно крупное республиканское мероприятие – молодежный форум «Мусустар» прошло в республике на этой неделе. Проводится оно с 2021 года и в этом году под эгидой Года педагога и наставника в России и Года труда в Якутии. Почти 8 тысяч человек приняли участие в локальных фестивалях, которые в этом году состоялись во всех районах республики. Воспитание экологической культуры следует начинать с раннего. Уникальная практика региона, не имеющая аналогов в других субъектах страны. В Якутске прошел финальный этап конкурса «Моя профессия IT» в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». С какими проектами выступили участники и почему этот хакатон стал самым масштабным, расскажет Надежда Саханская. Юные программисты со всей республики собраны на одной площадке, чтобы побороться за звание победителей. В этом году в финал вышли 225 человек и 75 команд, что дает полное право считать этот хакатон самым масштабным за всю историю конкурса в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Проходили в начале марта отборочные этапы по всей Якутии. Примерно мы охватили более 6 тысяч участников нашей Якутии. Это молодые ребята, школьники, студенты, которые увлекаются IT-технологиями. В нашем мероприятии пройдет именно в течение 3 дней. Ребята будут создавать программные продукты, сайты, приложения по заданным кейсам. Конкурс «Моя профессия IT» проходит в республике уже в 8-й раз и приносит стабильно хорошие результаты. Участники конкурса создают свой бизнес, создают свои команды. И поступая в лучшие вузы России, республики. Якутия в сфере IT становится примером и для других регионов России. В частности, Камчатка готова перенять у нас этот опыт. Мы очень хотим провести хакатон на территории Камчатского края для наших выдающихся талантливых школьников, студентов, чтобы развивать их таланты, способности, развивать IT-сообщество, IT-культуру. Очень хотим перенять опыт коллег с Якутии. Надеемся, все получится, и мы добьемся такого же уровня IT-культуры развитой у нас на Камчатке. И, конечно, главные герои IT-хакатона – школьники и студенты, которые с горящими глазами готовы разработать очередной программный продукт. Наш, получается, продукт – это получается портал для студентов и для более взрослого поколения, которые смогут узнать о возможных стажировках, о конкурсах, которые проводятся по всей России. Результаты хакатона станут известны уже в эту субботу на закрытии фестиваля «Мусустар». Отметим, что призовой фонд в этом году среди айтишников составляет 1 миллион рублей, а также победители получат целевые места в лучших вузах страны. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Кинопродюсер Андрей Апостолов провел мастер-класс для участников молодежного фестиваля «Мусустар». Всего на конкурс подали 49 заявок, из них 33 работы с Якутска и 16 работ с районов республики. В финальный этап конкурса отборочной комиссией было выбрано 10 наиболее примечательных сценариев. Ну, мастер-класс, может быть, это громко сказано, скорее это такая лекция на основе вот просмотренного фильма. Мы посмотрим фильм «Двое» Михаила Богина, это такая классика советского кино, и на его примере просто поговорим о каких-то базовых драматургических моделях и скорее даже вообще о драматургическом мышлении, вот, которое берет свои истоки там, из мифологии, из сказочных сюжетов. Вот на примере этого фильма мы просто попытаемся с этим разобраться. Еще раз скажу, что обсудим такие совсем базовые начальные вещи, но я думаю, что поскольку ребята, участники конкурса, сегодняшние зрители, они начинающие, то для них это будет полезно. В рамках фестиваля «Мусустар» в Якутске 24 марта стартовал первый слет регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» с участием свыше 500 делегатов из районов республики. На открытии побывал и наш корреспондент Юрий Осипов. Хлопаем! Первый слет движения первых стал настоящим событием для всех участников. Программа масштабного мероприятия включает различные конкурсы, мастер-классы и смотры выставки. Так, в форме выставки свою организацию представили ученики Жатайской школы. Я приняла участие в конкурсе выставок организации «Бригантина». Вот эта наша выставка – это выставка детской общественной организации «Бригантина». Это организация, состоящая из 3 детских общественных объединений городского округа Жатай. Это «Орбита», «Содружество» и «Калибри». Движение первых объединяет активистов со всей республики. Здесь ребята находят единомышленников и реализовывают свой творческий потенциал. Совсем недавно у нас в школе открылось первичное движение детей и молодежи, в котором мы теперь состоим.
И понеслась, вот теперь я здесь. Собрала уже достаточно хорошее количество друзей. Я очень рада здесь находиться. Это отличная возможность, чтобы реализовать себя, реализовать свои идеи, вот, и научиться многому новому. В грандиозное движение входят как совсем молодые организации, так и объединения с многолетней историей. Одна из них – объединение Содружества Ниренгринского района. Объединение Содружества объединяет в себе весь Ниренгринский район. То есть объединяет все детские объединения, детские активы, проводит различные мероприятия, пишет множество проектов, даже социальные проекты, которые у нас выходят на гранты. Это, например, наш популярный проект «Социальная команда. Рожденные помогать». Также множество военно-патриотических мероприятий. То есть мы работаем по всем направлениям. Участники слета разделены по множеству направлений, по которым проводятся конкурсы, мастер-классы и другие мероприятия. Одно из направлений – журналистика, специально на которое был приглашен известный российский журналист Денис Полунчуков. Это первый слет движения первых в Якутии. Это только большое начало большой работы, поэтому я думаю, что, естественно, будем и курировать, и помогать, и оценивать, может быть, работы, и также в качестве наставников, да, давать советы определенные для того, чтобы ребята нарабатывали тот опыт и ту базу, которая в дальнейшем им может пригодиться в жизни. Несмотря на то, что движение первых образовано относительно недавно, оно уже насчитывает 1000 участников. Так, только в Якутском региональном отделении зарегистрировано более 500 организаций. Идет ежедневный прирост через регистрацию на сайте будьдвижение.рф. А по количеству первичных отделений на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей, молодежных центров, средних профессиональных образовательных учреждений идет интенсивно, но вот на сегодня по состоянию на 20 марта более 500 первичных отделений в республике уже открыты. Напомним, что Якутия стала первым регионом в России, где открылось местное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». Юрий Осипов, Виктор Дьячковский, Якутск. Удивительное сочетание красоты и выносливости. Также в рамках фестиваля «Мусустар» в спорткомплексе «Мадун» целый концерт от дебюта к мастерству посвятили художественной гимнастике. Валерия Наумова подробнее. Организаторы концерта не просто так назвали его «От дебюта к мастерству», ведь 2023 год – год педагога и наставника. И во время выступлений можно увидеть, как гимнастки проходят свой путь от первых шагов до медалей мировых помостов. В представлении участвуют 150 детей из клубов Якутска, Нерюнгри, Покровска, а также члены сборной республики и, конечно, выступление трехкратной чемпионки мира среди юниоров по художественной гимнастике Лалы Крамаренко. Девочки очень счастливы, что они могут участвовать в таком событии, на одном ковре выступать со знаменитыми спортсменками, показать им свое мастерство, чтобы они могли его оценить, получается, сказать им какие-то напутственные слова. Для детей это очень важно, они очень хотят заниматься этим видом спорта и развиваться в нем, и достигать высоких спортивных результатов. Каждая гимнастка вносит личный вклад в подготовку своего выступления, индивидуальная интерпретация музыки и полная ее взаимосвязь с движениями. 3-й год подряд молодежный фестиваль «Мусустар» проходит в Якутии, а художественная гимнастика уже во 2-й раз является принимающей стороной по треку «Спорт». Больше треков будет расширять фестиваль, тем больше молодежи нашей республики будет ознакомливаться с теми видами профессиональной деятельности, которые вообще существуют в нашей стране и в мире в целом. И мы, как общественная организация, как люди, которые развивают художественную гимнастику, для наших малышей, для наших детей здесь, в нашей республике, конечно, не стоим в стороне и принимаем самое активное участие. Стоит отметить, что Федерация художественной гимнастики как организатор концерта подготовила еще и мастер-класс с трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы, мастера спорта международного класса, члена сборной команды России Лалой Крамаренко и олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Ксении Дудкиной. Именитые спортсменки покажут некоторые гимнастические элементы, поделятся секретами, а якутские гимнастки, в свою очередь, смогут задать свои вопросы и получить заряд мотивации. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Аксель, Бильмонт, Твизл и Тулуп – эти термины не понаслышке знакомы всем, кто посвящает свою жизнь фигурному катанию. Юным якутским фигуристам их освоить помогла именитая спортсменка, олимпийская чемпионка, почетная гостья фестиваля «Мусустар» Камила Валеева. На встрече со звездой мирового спорта побывала и наша съемочная группа.
знаете, что такое. Восторженные речевки, песни, звуки баяна и традиционный чак-чак. Так юные поклонники и представители татарской общины в Ледовом дворце Лейботур встречали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву. Титулованная фигуристка провела мастер-класс для 60 юных спортсменов из Якутии. И все это стало возможным в рамках 3-го молодежного фестиваля «Мусустар». Среди тех, кто посетил мастер-класс Камиллы, 13-летняя Диана Гоголева. Несмотря на юный возраст, за плечами девочки республиканские, региональные соревнования, а также общий стаж катания почти 9 лет. По словам юной фигуристки, приезд Камилы Валиевой стал для нее стимулом к дальнейшему развитию и покорению новых спортивных вершин. Мы раскатывались, перебежки всякие делали, круги, тройки, потом вот сейчас начали прыгать, чуть-чуть поворачивались. Камила Валиева, то, что она вот такая очень крутая звезда, очень хорошая фигуристка, она мне очень нравится, самая любимая моя фигуристка. Такого же мнения и первый тренер девочки Елена Татаринова. Она считает, что приезд таких именитых фигуристов даст шанс якутским спортсменам поучиться мастерству у тех, кто уже однажды достиг вершины спортивного пьедестала. Это просто взрыв эмоций. Этого все наши дети ждали, тем более Камила Валиева, олимпийская чемпионка. И все очень готовились, все хотели попасть на мастер-класс. Когда они катают свои программы, показывают широту скольжения, насколько широко они катают, глубоко, высоко прыгают, мощные вращения. Конечно, это для них такой большой пример, к чему есть им стремиться. Уже сегодня с уверенностью можно сказать, что фестиваль «Мусустар» 3-й год подряд задает вектор развития и правильные ориентиры для подрастающего поколения. И, возможно, уже сейчас на этом самом льду катаются будущие Загитова, Сотникова и Валиева. Петр Васильев, Павел Пахомов, Якутск. Именитые спортивные гимнасты познакомились с якутскими национальными видами спорта. Олимпийский чемпион Никита Нагорный и призер Олимпийских игр Дарья Нагорная посетили республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Якутские спортсмены показали гостям мастер-классы по хапсагаю, масс-рестлингу, национальным настольным играм, легкой атлетике, а также по стрельбе из традиционного лука. Сегодня мы познакомились с традиционным видом спорта. Конечно, оказалось, это не так уж и просто. Я даже больше скажу, что где-то у меня вообще не получилось. Но я записался уже в группу обязательно. И как будет время, я приеду, буду тренироваться и учиться. Но хоть стрелять из лука немного умею, мне сказали, что команду даже могут взять. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В рамках фестиваля Никита и Дарья Нагорные также провели показательные выступления и мастер-классы для юных якутских гимнастов. Подробнее о том, как олимпийские чемпионы оценивают подготовку наших юных спортсменов, а также о своих кумирах и планах на будущее, мы поговорили с Читой Нагорных. Дарья, Никита, еще раз приветствую в Якутске. Как впечатление? Второй день. Впечатления потрясающие, встречают очень тепло. Мы уже здесь второй день, и очень радует, что такие добрые здесь люди. И такое мероприятие не каждый день, и хочется в каждом городе они проходили. Я, насколько понимаю, вы уже познакомились и с местными видами спорта, нашими традиционными якутскими, да? Вчера, так скажем, попытались пройти по максимальному количеству, которое получилось. Где-то попробовали себя, где-то просто посмотрели. Но везде было сложно очень. Но главное, наверное, здесь это культура, история, которая на протяжении всего этого времени передается, и насколько она ценится. Потому что вчера мы заметили, что ребята, конечно, даже больше отдают, наверное, должное культуре своей, нежели там традиционным видам спорта, которые сейчас там олимпийские и так далее. Сегодня прошло большое мероприятие с детьми. Как вам наши якутские спортсмены? Очень порадовало, что здесь очень много гимнастов, не в каждом зале, не в каждом городе. И здесь очень любят спорт, это очень круто, и надеюсь, что все больше и больше будет приходить детишек в спортивную гимнастику. А уровень подготовки как вы можете оценить? У девочек очень хороший. У девочек хороший. Мне очень понравилось тоже подготовка. Да, во-первых, начнем с того, что
тяжело, наверное, добираться отсюда на всероссийские соревнования, которые проходят, потому что в основном они проходят не знаю, в Казани, Пензе, да, в Московской области и так далее. Вот, плюс часовой пояс и так далее. Но, тем не менее, все равно проводятся соревнования здесь, и в Владивостоке в том году проводили соревнования. Я знаю, что здесь Ева, девочка, кстати, которая мы сегодня снимали сюжет один для моего YouTube-канала, была у Даши в команде, вот она там заняла 3-е место. Вот. Хочется, чтобы больше было возможности проявлять себя, потому что все равно без соревнований тяжело на протяжении долгого времени поддерживать форму. Вот. Понятное дело, что можно проводить школьные соревнования, но учитывая, сколько здесь специалистов, хороших тренеров и ребят очень активных, талантливых, спортивных, вот, хотелось бы, чтобы они принимали участие больше на всероссийских соревнованиях. Вот я сегодня наблюдал за тем, как дети на вас реагируют. Вы же буквально для них кумиры, вот тех, кого они видели по телевизору. А на кого вы равняетесь после стольких спортивных достижений? Ну, смотря какая сфера брать. В спорте очень много у нас, так скажем, легендарных спортсменов российских, которые до сих пор выступают. Вопрос в том, что мы уже дошли до уровня максимального в спорте. Даша вообще уже закончила. Тяжело, да, это сказать. Даша закончила. Главное себя заставлять, себя тренировать. В ее случае ей уже заставлять себя не надо. Вот, потому что она уже не выступает на соревнованиях. Я еще выступаю, но тем не менее сейчас, наверное, самая главная мотивация — это даже не кумир, а международные старты, которые мы все ожидаем. А что касается, наверное, кумира в детстве, конечно, это наши легендарные спортсмены. И тех, кого мы не застали, и тех, кого застали, и Алексей Немов, который 4-кратный олимпийский чемпион, легенда просто спортивной гимнастики. И до сих пор его все вспоминают и передают, так скажем, его опыт и детям, и шоу, которые участвуют, и так далее. Вот Светлана Хоркина, которая тоже не так давно закончила свою карьеру, продолжает сейчас помогать ребятам тоже делать свои шоу. В общем, у нас есть и взрослое поколение, которое сейчас, так скажем, не безразлично развитию своего вида спорта. Есть мы, ребята молодые, которые вот-вот тоже перейдем на тот этап, когда наша карьера закончится. И есть дети, которые сегодня нуждаются в таких встречах, как была сейчас у нас, нуждаются в общении живом, а не просто смотреть по телевизору. Поэтому для нас это очень важно. И в том году мы стараемся ездить по городам. В том году мы объехали 7 городов. В этом мы хотим проехать около 20. И, кстати, Якутск для нас это был 4-й. Очень рада, что сюда попали, потому что очень долгий перелет. Я не знаю, если бы не фестиваль Мусу Стар, попали бы мы сюда или нет, но спасибо, что ребята пригласили нас, потому что такие фестивали, они должны быть в каждом регионе, в каждой республике, потому что это праздник для всей страны. Спасибо большое, желаем вам успехов. Спасибо. Ну а завершился фестиваль традиционно в Центре спортивной подготовки «Триумф». Финал был наполнен танцевальной энергией молодежи. На закрытие приехали все хедлайнеры фестиваля, а на сцене выступил музыкант Леван Горозий и многие творческие коллективы со всей республики. Перейдем к другим темам. В столице региона продолжается усиленная работа по вывозу снега с улиц и дворовых территорий в рамках трехмесячника санитарной очистки. О том, как проходит уборка в Губинском округе, расскажет Светлана Амосова. Всеволод Захаров 3-й год работает дворником в многоквартирном доме по улице Дзержинского, 22. Он признается, что работа тяжелая. И более того, в этом году весной выпало много снега. Дворникам работы хватает, конечно. В прошлом году вообще меньше было снега-то. И так не убирали мы, быстро убирали. Для уборки снега недостаточно только рук дворника. На помощь приезжает большая техника. Сначала погрузчик складирует снег в одном месте, затем загружает в самосвал. Сейчас по всему Якутску проходят трехмесячных санитарные очистки. Все организации, управляющие компании и округа усиленно вывозят снег. На сегодня в Губинском округе задействовано 4 погрузчика и 8 самосвалов. Уборка территории производится в течение суток или даже больше, в зависимости от территории двора. То есть отметить, что двор должен быть освобожден от машин
для надлежащей уборки территории. Действительно, для беспрепятственной работы техники жильцы должны создавать все условия. Ведь из-за мешающих автотранспортных средств у сотрудников нет возможности убрать снег в полной мере. Своевременная уборка и вывоз снега решает не только эстетическую проблему, но и позволяет безопасно перемещаться пешеходам. На текущий момент силами управляющих компаний с придомовых территорий убрано и вывезено около 7000 кубических метров снега. Мы уже почти выполнили плановые показатели. 93% сбора. Это если фактически 16 тысяч кубометров снега. Всего по уборке снега в городском округе вывезено свыше 13 тысяч кубических метров. Привлечено 67 единиц техники. По графику завершения работ планируется до конца месяца. Светлана Амосова, Леса Ремятников, Якутск. С сюрпризами погоды борются и в Нерюнгри. Как справляются службы с уборкой снега и хватает ли дорожной техники и работников, узнавала наша съемочная группа. Несмотря на то, что на календаре еще март, в нерюнгринских дворах уже вовсю расцвели пальмы. Ну а если серьезно, мы находимся в одном из дворов, где сейчас вовсю полным ходом идет уборка снега. Теплая погода, которая установилась с начала марта в Нерюнгри, диктует свои условия дорожникам. В настоящее время дорожные службы переведены на особый круглосуточный режим работы. Снег и наледи убирают как на дорожном полотне и дворовых территориях, так и на тротуарах. Сегодня мы проводим плановую очистку проблемных дорог, еще после снегопадов, которые остались. В дальнейшем с апреля месяца, с 1-го, приступим к большому расширению и вывозу снега. То есть у нас планово будет с апреля месяца вывозиться массово снег с дорог, расширение дорог будет, чтобы у нас в мае потом не потекло все и проблем не создалось. Вся техника в работе, крупная габаритная техника работает ночью для того, чтобы не мешать потоку движения машин, и это проще по технологии очистки дорог. Дворовым территориям уделяется особое внимание. Городская администрация заблаговременно извещает жителей об уборке снега во дворах, чтобы во время работ припаркованные машины не создавали помех дорожной технике. Успеваем, справляемся, техники хватает, чистим вторично, третий раз чистим, поэтому снега не особенно много. Город уже не первый раз чистится. Именно квартала, дворовые территории и проезжие части к ним. В некоторых дворах управляющие компании не убирают машины, поэтому появляются сложности. Естественно, эти дворы пропускаем, подъезды пропускаем, и, соответственно, получается некрасиво. Для начала это нужно, администрация предупреждает, что будет производиться чистка, какого числа, такие люди. Также на проблемных участках проводится отсыпка. И, как отмечают в управлении городского хозяйства, было принято решение полностью отказаться от применения химических реагентов. Да, комфортно. В некоторых моментах, конечно, можно было бы и получше. Но в целом? В целом все, да, устраивает. Ой, вы знаете, я рядом живу, поэтому не могу сказать. В целом во дворе у вас как? В целом во дворе нормально. По дружбе народу 16 хорошо. Вы же сами видите, что если бы всю зиму вывозили снег, то такой бы наледи не было. У меня у знакомого ребенок закатился под машину, подскользнувшись. Все вообще, очень много ДТП на тех выходных, сколько было их, штук 15? По тротуарам вроде как посыпать начали, но все равно скользко. Справляются, сейчас более-менее дороги почищены. Лед, так нормально. На мой взгляд, служба работала неплохо этот год. Как показывает многолетняя практика, нерюнгринцев еще ждут обильные снегопады. Значит, и усиленный режим работы у дорожников продолжается. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Но жители Алдана сражаются с нашествием крыс. С приходом весеннего тепла грызуны традиционно активизируются. Как решается проблема, узнала Татьяна Вахнина. Как бороться с грызунами? Этим вопросом алданцы всерьез озадачились порядка 5 лет назад, когда в городе появилось большое количество крыс. Они обитали не только возле мусорных баков. Зверьки спокойно селились в домах и квартирах. Для сохранения санитарного благополучия принимается ряд мер. В этом году администрацией района разработан и утвержден комплексный план по борьбе с грызунами и профилактике особо опасных инфекций. Этот план разработан на 2023-2026 годы.
Соответственно, он будет также включать и обработку на Алданской свалке, которая очень сильно заселена грызунами. Дератизацию городской свалки будет проводить предприятие «Алданские пассажирские перевозки». На 2023 год на данные цели в бюджете предусмотрено 2 миллиона рублей. Для проведения мероприятий в жилфонде средства будут выделены управляющим компаниям. Ответственность за реализацию плана по борьбе с грызунами возложена на специалистов администрации района. На сегодняшний день также всем управляющим компаниям выданы предписания о необходимости проведения дератизации жилого фонда в осенне-весенний период. Ну и, соответственно, до рекультивации этой свалки, когда она будет построен новый полигон, мы должны эту проблему решить, пока она не стала катастрофой. К основным методам борьбы с грызунами относится раскладывание отравы и заделывание лазов. Кроме того, необходимо помнить, крысы селятся там, где есть еда. Несанкционированные свалки с пищевым мусором становятся благодатной средой для размножения грызунов. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Белая медведица Томпа, питомица московского зоопарка, готовится встречать весну. В мае 2021 года ее нашли в поселке Джабарики-Хая Тампонского района в 1000 километров от естественного ареала обитания. В поисках еды и воды она вышла к людям. Истощенного хищника эвакуировали в Москву, где провели реабилитацию. И вот уже второй год Томпа прописана в столице страны. Как поживает медведица из Якутии, готова ли она к весне, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Вот так восторженно белую медведицу встречают посетители зоопарка. Томпо – настоящая звезда. Только посмотрите, сколько у нее фанатов. Иногда видишь только в фильмах или на картинках, а когда по-настоящему очень интересно. Увидели, что здесь его кормят вовремя, и все, вон он кушает. Завтрак, обед и ужин у медведицы по расписанию. В основном рационе рыба и жирные сорта мяса. С особым аппетитом Томпо также ест яблоки, груши и морковку. Кстати, еду хищницы каждый раз сервируют по-разному. То в сугроб, то в конус. Одно из лакомств для Томпо спрятали в коробку. Это сделано специально, чтобы медведица не растеряла и сохранила свои естественные навыки. Например, в добывании пищи. Весной 2021 года медведицу нашли в якутском поселке Джабарики-Хая в 1000 километров от Северного Ледовитого океана. Зоологи называют случай уникальным, ведь так далеко от среды обитания белый медведь никогда не забирался. Хищница была истощена и весила 136 килограммов вместо положенных 200. Был поврежден клык и лапы. Спецрейсом ее доставили в Москву. У нас медведица на данный момент чувствует себя хорошо, прекрасно, состояние у нее стабильное. Она занимается, дает посмотреть свои зубы, посмотреть свои лапы. Ну, то есть, вот, можно так сказать, да, то, что контакт есть. Она умная, то есть она и хорошо занимается, достаточно быстро схватывает какие-то новые элементы ветеринарного тренинга. Она достаточно, умная. Сейчас вольер медведицы готовят к весне, очищают от мусора и льда. После генуборки в домике заработает снежная пушка, чтобы сугробы напоминали Томпо о родных местах, даже в теплое время года. Ой, мне очень нравится просто смотреть на животных, это так интересно, особенно весной, когда они все выходят, это очень здорово. 23 мая ровно 2 года, как медведица стала жительницей московского зоопарка. И это событие здесь обязательно отметят. На данный момент это в секрете держится, но немножечко зайду вперед, да, конечно. А что будет? Секрет. Лакомство? Секрет. Ну, хорошо. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Дальний Восток становится популярным туристическим направлением в нашей стране. Почти 3 миллиона туристов посетили Приморский край в 2022 году. И в этом году останавливаться они не собираются. Это необычайно красивый край, сочетающий в себе высокогорье и низины, озера и морские пляжи, водопады, потухшие вулканы и таинственные пещеры. Подробности расскажет Лидия Гасанбалаева.
Весна – самое время запланировать свой будущий отдых и выбрать места для посещения. Кто-то хочет на море, кто-то посетить достопримечательности, а кто-то просто отдохнуть от суеты и вкусно поесть. Все это можно сделать в Приморском крае. Туристы из других регионов России все чаще выбирают Приморье как место для своего отпуска, в том числе и для пляжного отдыха. В последние годы динамика посещения Владивостока растет, хотя еще и не вернулась к показателям до пандемии. Однако по отдельным регионам рост очень хороший. В топ-5 по посещению вошли Москва и Якутия. Туристы из этих городов чаще других отдыхают в столице Приморского края. Скачок в приросте туристов из Якутии, это правда. Начиная с 2020 года этот поток постоянно подрастает. И, собственно, после Хабаровска и Амурской области Якутия в 2020-2021 году была сразу за ними, там, на втором, на третьем месте. И только сейчас, когда мы увидели прирост турпотока из европейской части, из Москвы, Якутия уступила, собственно, Москве позицию, но по-прежнему остается в топе. В Приморье в основном туристов привлекает море. Оно здесь теплое и комфортное. Купаться можно с июня по сентябрь. Но для тех, кто не любит купаться или попадает в несезон, пожить какое-то время у моря уже яркие впечатления и несомненная польза для организма. А теплая золотая осень радует приморцев до середины ноября, когда, как в большей части России, уже вовсю готовятся к зиме. Ну и в любое время года туристы, конечно же, едут за доступными морепродуктами и другими гастрономическими впечатлениями. Мне лично очень нравится, когда к нам приезжают гости из разных уголков нашей прекрасной страны. И нравится знакомиться, общаться, расширять свой кругозор за счет новых знакомств. И поэтому наш город, наш край – это то самое место, куда стоит ехать в первую очередь. И в первую очередь я вам советую, рекомендую – это наше море. Я бы порекомендовала в первую очередь съездить на прогулку на остров Русский. Например, в океанариум посетить. Там чудесная площадка для прогулки, также хорошие экспозиции с рыбами, дельфинами, морскими котиками. Далее можно прогуляться на набережную ДВФУ, посмотреть на фонтаны, тоже пока взять электросамокаты. На острове Русском также есть прекрасный мыс Вятлина, мыс Табизина, где очень красивое море, чистая голубая вода, прекрасный соленый воздух. Приморский край популярен не только для российских туристов, но и для зарубежных. В основном приезжают из Китая. Доля туристов из этой страны составляет 6%. Также едут из Таиланда, Филиппин, Вьетнама и Узбекистана. В Приморском крае сконцентрированы уникальные природные богатства, что, несомненно, увеличивает его туристическую привлекательность. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Душа большой страны в Якутии. В Центре культуры и современного искусства имени Гагарина открылась выставка «Шедевры лоскутного шитья России» в рамках фестиваля «Душа России» в Якутии. Фестиваль стартовал в Намском районе, а продолжился уже в столице региона. Тему продолжит Валерия Наумова. В этом году фестиваль развернул свои выставочные площадки во Дворце культуры имени Максима Кирвича Амосова в Намском Улусе и в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина в Якутске. Там представили работы практически со всего мира, а также прошла демонстрация коллекций национальной одежды. Великолепная работа Марии Николаевны с мамой. Вот такой шубы нету, это единственная шуба. Вы сейчас стали свидетелями такого уникального экземпляра. Всего в мероприятии принимает участие 33 лучших мастера со всей страны. Среди них люди разного возраста, профессий и национальностей. Все они представили уникальные изделия ручной работы. География участников обширна. В Якутию прилетели представители более 20 городов России. Сегодняшний день очень важна креативность людей, их творческие способности. Вот лоскутное шитье – это яркий пример развития творческих способностей, потому что из разных по форме, по цвету, по фактуре лоскутков создается единое гармоничное полотно. Также и в жизни мы постоянно принимаем решения в сложных ситуациях. В целом проект является сферой креативных индустрий и нацелен на развитие регионов через событийный туризм в России на основе народного творчества. Лучшие работы фестиваля в течение года будут путешествовать по странам и континентам, собирая новых участников и новых гостей.
прибыли работу не только российских мастеров лучших, да, но и работы из Японии, Кореи, из Франции, очень многих стран, да, Бельгии. Поэтому мы всех вот, жителей, якутян и гостей приглашаем на выставку. Потому что такие выставки – это впервые. Это очень большой праздник души человеческой, да, и человеческой дружбы. Организаторы фестиваля также подготовили для участников всероссийско-научно-практический семинар «Текстильная мозаика якутов в системе культуры народов мира» и знакомство с киноиндустрией Якутии и режиссером фильма «Тыгындархан» Никитой Ржаковым. Фестиваль продлится до 24 марта. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». В студии для вас работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч.